Резонансными вышли общественные слушания по квотам на охоту и рыбалку в Алекминске. Многие действующие законы и правила существенно ограничивают охотников и особенно рыбаков. По итогам слушания приняли единогласно. Вреда окружающему миру имеющиеся квоты не нанесли. Ряд популяций увеличился, а вот количество квот не меняется для района в течение нескольких лет. Подробности далее. Общественные слушания по квотам на изъятие из животного мира объектов охоты и квотам для рыболовов-любителей прошли более чем оживленно. К докладчику то и дело обращались с вопросами, переходя то к первому, то ко второму вопросу. По итогу развернувшихся дебатов было сформулировано предложение. Все квоты, которые выделены на район, чтобы они пришли на район, потом после реализации, если остается, да, можно реализовать их в городе. Или городские охотники, как порядка очереди, да, порядка как наши охотники, пусть если хотят у нас охотиться, тоже будут через представителя или через сайт, пускай участвуют в этих распределении квоты. И в таком порядке это предложение сегодня общественных слушаний. Еще большее оживление вызвали квоты для рыболовов. То количество, которое предлагается сегодня, оформлено приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По единодушному мнению всех присутствующих, не учтены особенности региона. Как вариант, предложено составить обращение в Государственную Думу Республики, Палату Илтумен. Что такое это 20 льсов, 10 харизов, 1 ленок? Конечно, сегодня общественность подняла инициативу обратиться к руководству нашей республики, это правительство, да, Илтумен, Министерство охраны природы, с тем самым, чтобы они поставили вопрос перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о пересмотре квот на сторону увеличения. По мнению участников, многое сегодня просто ставит крест на столь традиционном увлечении для жителей Якутии, как рыбалка. Люди отказались от своих участков, которые выиграли по конкурсу, о том, что освобождается. Действительно, там действует мораторий до 2020 года. То есть мы не имеем права рыбачить до 2020 года. Поднят вопрос и по волкам. Ранее к серым хищникам применялись более жесткие меры. Ряд изменений повлекли за собой увеличение популяции в разы. Конечно, волчатников стараются поддержать, но насколько это эффективно – вопрос открытый. Урон волкам наносили наши полеты, то есть добыча с вертолетов волков. На сегодня, значит, у государства или, скажем, у нашего у Министерства охраны природы, у, значит, Республики Саха-Якутия финансовых средств не хватает. Они проводят только рейдовые такие отстрелы по северам. Вот. На сегодня у нас этот вопрос не решается. Но мы в любом случае стараемся нашим охотникам помогать. Что дадут обращения, покажет время. А пока все в ожидании заветных дней для практически всего мужского населения. Весна. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.